Михаил Васильевич Патраман – житель города Камрат. Родился в 1928 году. После службы в армии долгое время работал комбайнером в колхозе, потом слесарем на молочно-товарной ферме, затем снова в колхозе. На пенсию он вышел в возрасте 60 лет. В этом году ему исполнится 89. Несмотря на это, перед съемкой этого репортажа мы увидели, как хозяин дома чистил во дворе снег. Это очень порадовало нашу съемочную группу. В таком возрасте наши пенсионеры еще бодрствуют. Я работал и фирма, слесарем, везде я работал. Общий трудовой стаж у Михаила Васильевича составил 41 год. Он довольно большой, а вот пенсию он получал и продолжает получать мизерную. Когда я вышел на пенсию, тут 99 лет. Сейчас у вас сколько пенсия? 1100 лет пенсию. Вы эту пенсию на что тратите? Я трачу на еду, В первую очередь. первый, и на второй на топливо. Можно ли прожить на пенсию в 1100 леев при нынешних рыночных ценах, когда уже нет сил ввести свое хозяйство, прокормить живность, ухаживать за огородом, как это бывало раньше? Но тем не менее пенсионер показал нам небольшой свой огород, которым он пытается прокормиться, насколько это возможно. Вот мой огород. Я когда был в селе, поставил виноградник и работал как мог был. И делал свое вино собственное. Пил, когда желал по стакану. Даже кто приходил ко мне, угостал по стакану. Вот у меня было хозяйство вот тут. Было чем заниматься. Был овцы, куры, лошадь даже был, корова был. Рядом с Михаилом Васильевичем живет дочь, которая ухаживает за ним, стирает, убирает, кушать готовит и помогает по хозяйству. Живет пенсионер в маленькой комнатушке, чтобы не тратить много денег на отопление. Живу в этой комнате, маленькую, экономная на топливо, потому что не хватает на топливо. Хорошо, что она возле меня, а если бы никого не было, как бы я жил? Вот так живут в среднем пенсионеры Камрата. Хорошо еще, если рядом с ними живут дети, которые помогают. А если пенсионер одинок, то он, конечно же, вынужден существовать на ту пенсию, которой еле хватает до следующего месяца. Поможет ли изменить ситуацию пенсионная реформа, покажет время.